До начала агитационного периода остались считанные дни. Как только пробьет 12 ночи, 4 сентября, партии незамедлительно начнут свою пиар-акцию. Однако, несмотря на это, некоторые политпартии уже начинают обещать гражданам достать Луну с небес. Один из случаев произошел в Нарынской области. Рабочая группа Центра избиркома начала изучение видео, снятое в одном из сел данного региона. Рассматривается предположение о том, что глава Айлык-Мөтө, запечатленный на нем, пытается подкупить избирателей. На видео можно наблюдать, как человек, очень похожий на главу Аильного аймака Четнура Азамат Мусурканова, беседует с собравшимися сельчанами. Он рассказывает, что торговался с одним из кандидатов в депутат и что надо обеспечить ему 300 голосов. Анан айтты 500 000 сом мал акчасын алып берем деди. Ким? Ошол комбайн алып бердик да. Комбайн алып десек 500 000 сом мал алып берем деди. По данному делу в УВД Нарынской области сообщили, что личности всех участников на видео были установлены и на данный момент ведутся следственные мероприятия. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что на сегодняшний день ими было зафиксировано 20 фактов нарушений разного рода. Это как и подкуп голосов, так и административное нарушение. Как отметили в ЦИК, новые нормы выборного законодательства и Уголовного кодекса должны сократить факты подкупа голосов. Занимающиеся подкупом граждане будут оштрафованы на 220-260 тысяч сомов. В случае массового подкупа голосов предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы. Также стоит отметить, что отныне к ответственности привлекаются и продающие голоса избиратели. Центральная избирательная комиссия по данным нарушениям может вынести раз предупреждение, два отстранить от гонки самого кандидата, кто был задействован в этом процессе незаконном, либо отстранить от выборов саму политическую партию. По закону более 2 предупреждений влечет отстранение партии от участия в предвыборной гонке. Государственные органы, либо учреждения, юридические лица, чья деятельность финансируется за счет республиканского или местного бюджета, то по таким лицам, кто работает в этих организациях или занимает должность, то по ним еще Генеральная прокуратура должна внести представление об освобождении их от должности, если они будут увлечены в применении административного ресурса. О привлечении к ответственности по всей строгости закона, нарушающих избирательное законодательство, говорил накануне во время заседания Совета безопасности и глава государства Сооронбай Жээнбеков. Он призвал все политические партии кандидатов в депутаты Джоору Кенеша строго придерживаться закона во время агитационных мероприятий. Необходимо проводить агитационную кампанию в атмосфере взаимного уважения, а борьбу за голоса избирателей вести не распространением компромата и использованием грязных технологий, а опираясь на конкурентоспособность своих программ. Будут приняты соответствующие меры против нарушений избирательного законодательства и фактов подкупа голосов. Вместе с этим подчеркиваю, что партии обязаны проводить агитацию, не подвергая опасности здоровья граждан. Однако политологи сетуют, что такие громкие слова президента, как показывает практика, не имеют практически никакого эффекта. И считают, что в любом случае нарушения со стороны так называемых провластных партий не будут особо отмечены. И есть вероятность, что эти партии, если и будут нарушать закон, то не понесут существенных наказаний. По мнению экспертов, бороться с подкупом голосов или использованием админресурсов во время выборов можно. Самое главное, необходимо вовремя запечатлеть нарушения в качестве прямого доказательства. И третье, мне кажется, надо и с этической стороны объяснять, толковать народу, что на самом деле, если даже кому-то деньги предлагают и деньги взяли, не должно быть какого-либо этического стеснения от того, чтобы просто проголосовать по своему умению, решению. Потому что если кто-то дал избирателю деньги, значит, есть лишние деньги. Скорее всего, наворованные деньги. Честным трудом заработанные деньги просто так за голос никто не отдаст. До агитационного периода осталось, как уже говорилось, всего пару дней. Скорее всего, факты о подкупе голосов, вброса в общество каких-либо компрометирующих фото или видео кандидатов от их оппонентов или еще какие-либо факты и слухи о той или иной партии могут нас еще ожидать. Поэтому, как говорят эксперты, самое интересное еще впереди. Но самое важное, избиратель должен видеть среди этой всей предвыборной игре ложь и правду и сделать в дальнейшем
правильный выбор. Айдаматбекова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.